Рост тарифов на услуги ЖКХ, низкие зарплаты, износ оборудования, недостаточная загрузка производственных мощностей – таковы основные проблемы предприятий Северной Осетии. Об этом сегодня говорили на совещании в республиканском правительстве. В своем докладе в Рио министр промышленной и транспортной политики Борис Албегов подчеркивает, в добывающей отрасли лидирует Кавдоламид, в металлургической – Электроцинк и Победит. Причем у последнего наметился рост объемов производства. Предприятие выполняет российские и индийские заказы. Оборонно-промышленный комплекс представлен 12 предприятиями. Их продукция востребована, но объемов заказов недостаточно для рентабельной работы. Кроме того, не хватает материалов для выпуска военных изделий. Решить этот вопрос на уровне региона невозможно. Что касается перспектив развития промышленности, Албегов отметил, что есть две формы работы. Можно пойти по пути БАСПИКа, когда большой объем исследовательских работ позволяет поддерживать на высоком уровне производства, или же по пути завода «Радуга». Он входит в крупный холдинг, который обеспечивает завод заказами и помогает в освоении новых видов продукции. Примерно так же нужно организовать работу 7 предприятий республики. На их базе госкорпорация «Ростех» планирует создать электронный кластер. Промышленный потенциал республики очень плотный, он был очень насыщен предприятиями военно-промышленного комплекса в те годы. Остались сегодня предприятия, которые выжили. И у них есть перспектива, нужна им небольшая поддержка со стороны бюджета республики, с федеральных каких-то программ. Они должны иметь помощь. А так перспективы есть. Если им помочь и по банковскому сектору, то возможно, что они выйдут на хорошую рентабельность и будут конкурировать в Российской Федерации, и можно и с экспортом. Отдельно говорили и о господдержке предприятий. Есть несколько способов получения льгот, но для этого нужно иметь большую залоговую базу. Ее у осетинских компаний нет. Борис Албегов вновь предложил установить налоговые льготы или же вовсе освободить организации на 2-3 года. Кроме того, он отметил, что сейчас ведется работа по созданию региональной лизинговой компании. Она даст возможность предприятиям без денег получить новое оборудование. Участники совещания также выслушали доклад директора геологоразведки Виталия Битарова. Он обратил внимание чиновников и бизнесменов на то, что необходимо развивать Джимидонское месторождение. Там есть большие запасы свинца и цинка. Требуется порядка 650 миллионов рублей, но в перспективе там можно трудоустроить свыше 500 человек. Яна Гайгиева, Заур Цеов, Осетия ТВ.